В рамках долгосрочной программы «Татары Дона. Сохранение культурного наследия» в течение нескольких лет при Ростовской областной общественной организации «Татаро-башкирский культурный центр Якташлар» земляки проводятся воскресные уроки по изучению татарского, родного языка и литературы. Уроки проходят в двух группах. В первой занимаются дети, которые только начали изучение языка. Во второй – ребята, которые уже не первый год посещают занятия. Hayvanlar temizmiş bağlar. Evdeki tizgine izleyip şöyle bağlarız. Так, только нищий был bizim. Лиса. Так. А волк? Бюрек. Так. А медведь? Аюр. Аюр. А это столица Татарстана. Конечно, столица Татарстана, да, Алсу. Республика Татарстан, да, республика. А республика Татарстан, что такое вообще у нас? Что это? Это какое-то государство или что это такое? Третья столица, молодец. Но что это такое, вот если в плане географии говорить, что это? Это субъект Российской Федерации, да? Плавать – это язык. Почти все умеют плавать, молодцы. Кто не умеет плавать? В январе 2024 года в Татарском культурном центре были проведены уроки как в форме устного зачета по пройденным темам, где учащиеся успешно справились со всеми заданиями, прекрасно работали в парах, строили диалоги, отвечали на вопросы учителей, рассказывали о традициях своей семьи и делились самыми яркими моментами с уроков, которые им запомнились больше всего. Так и очные занятия по татарскому языку и литературе, которые проводятся преподавателями Кадрией Хамзеевной Гениатуллиной и Гульнарой Альбертовной Шарафиевой для сохранения и развития татарского языка как основы национальной культуры и объединения татарского народа. Татарский культурный центр Ростовской области предлагает всем желающим уникальную возможность изучить татарский язык очно по адресу: Ростовская область, город Ростов-на-Дону, переулок Обский, дом 122/1. По данным ЮНЕСКО, татарский язык – один из 14 развитых и широко употребляемых языков мира, занимает 4-е место по своей стройности, логичности и законченности словоформ. В России на нем говорят более 5 миллионов человек. Люди, владеющие татарским языком, могут с успехом общаться с носителями любого из тюркских языков. Культурное наследие любого народа – это язык, традиции, обычаи, история и другие аспекты. Очень важную роль в сохранении культурного наследия имеет родной язык. Именно он позволяет нам понять и ощутить связь с нашими предками, а также передать свое богатое и неповторимое наследие будущим поколениям. Для формирования интереса к нематериальному, культурному и историческому наследию России и татарского народа, а также развития литературных, патриотических и культурных традиций, воспитание положительного эмоционального отношения к литературным, поэтическим произведениям и привлечение широкой общественности к творчеству Мусы Джалиля, великого поэта-патриота, героя Советского Союза, Ростовской областной общественной организации «Татаро-башкирский культурный центр Якташлар», земляки, объявлен и проведен открытый региональный литературно-художественный онлайн-конкурс «Наследники Джалиля». Поступило более 200 заявок, в том числе из 12 регионов России. Это Республика Татарстан, Республика Бурятия, Республика Мариэл, Удмуртская республика, Ростовская область, Свердловская область, Новосибирская область, Пензенская область, Астраханская область, Камчатский край, Пермский край, Ставропольский край, а также из Республики Казахстан. Хайырлы күн, хөрмәтле Җәлил варислары бәйгесендә катнашучылар, оештыручылар, килгән кунаклар. Иң беренче чиратта барыгызны да Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Шәһрәзи Васил Габделгаязов улы исеменнән сәламлим, котлыйм һәм уңышлар телим. Добрый день, уважаемые участники конкурса «Наследники Мусы Джалиля», уважаемые наши организаторы, наставники, родители и приглашенные гости.
Я приветствую вас от имени заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василия Габдулгаязовича Шейхразиева. Имя Мусы Джалиля, великого сына татарского народа, советского, татарского поэта, общественного деятеля, журналиста, воина-антифашиста, сегодня известно во всем мире, во многих странах. За беспримерную отвагу и мужество он удостоен звания Героя Советского Союза. Его стихи переведены на 60 языков мира и стали примером, как один смелый человек может противостоять огромному злу нацизма, с которым мы сражаемся и сегодня. Хайрлы күн, хурматлы милләттәшләр! Добрый день! Сегодня, 18 февраля, мы приветствуем сотрудников и гостей Татаро-Башкирского культурного центра «Якташлар» города Ростов-на-Дону на родине поэта-героя, лауреата Ленинской премии, поэта Мусы Джалиля. Мы находимся у памятника, где ежегодно в день рождения поэта проводятся митинги и конкурсы. Поздравляем ваших участников и победителей конкурса «Наследники Джалиля». Внимание всем! Говорит Республика Татарстан. Здравствуйте! Вас приветствует культурная команда Республики Татарстан. Татарстаннан селер. Активисты портала «Культурный дневник школьника». Поздравляем вас с 81-й годовщиной освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. А также с днем рождения Героя Советского Союза, татарского поэта-патриота Мусы Джалиля. Успешным завершением открытого регионального литературно-художественного онлайн-конкурса «Наследники Джалиля». Конкурсные программы. Муса Джалиль на татарском. Татарский писатель-фронтовик на татарском. Татарский писатель-фронтовик на русском. Рисунок, где участник создает иллюстрацию к одному из произведений Мусы Джалиля в любой художественной технике. Гуашь, акварель, краски, цветные карандаши, восковые мелки и поделка, созданная собственноручно в любой технике декоративно-прикладного творчества к одному из произведений Мусы Джалиля. Мероприятие приурочено к 80-летию трагической даты, когда 25 августа 1944 года по приговору суда нацистов на гильотине была казнена группа из 11 татар, участников антифашистского подполья: Гайнан Курмаш, Фуат Сайфульмулюков, Абдулла Алиш, Фуат Булатов, Муса Джалиль, Гариф Шабаев, Ахмед Симаев, Абдулла Баталов, Зинат Хасанов, Ахат Аднашев, Салим Бухаров. 11 патриотов нашей Родины, осужденные нацистским судом к казни, солнечным утром прошли эту дорогу достойно, не умоляя врагов о пощаде. Как достойно они прожили свои короткие жизни, как достойно они вели подпольную борьбу против фашистского рейха в самом логове врага. Мы все диаспоры также соединяемся к татарскому народу, поддерживаем, любим и наших Муса Джалиля. Действительно, весь мир и весь бывший Советский Союз любили. Мы, когда учились в советское время, действительно и там, в первую очередь, Муса Джалиля нас учили. Все, что он написал, действительно плачевно. Дай Бог вам всем здоровья, так держаться. Мы сегодня едины, чтобы все знали, как было в Советском Союзе. Спасибо всем. You
Донские татары провели акцию тотального диктанта по поддержке малых языков в рамках проекта «Тот язык». Участники написали диктант на татарском языке, на котором говорят в Ростовской области. Мероприятие прошло на площадке тотального диктанта в конгресс-отеле «Дон Плаза» 20 апреля, сразу после диктанта по русскому языку. Это событие было посвящено Дню родного языка и приурочено к дню рождения одного из основоположников современного татарского литературного языка, публициста и общественного деятеля Габдуллы Тукая. Участники были в традиционных костюмах, а юные дарования продекламировали стихи поэта. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер чишмә бар, якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямен, суы тәмен беләм. Шуңар күрә сөям, җаным, тәнем белән. Худай шунда җан биргән, мин шунда туган. Шунда әүвәл Кур'ан аятын укыган. Шунда белдем Расулimiz Мухаммадны. Ничек михнәт, җәфа күргән, ничек торган. Истән чикмый монда минем күргәннәрем. Шатлык белән уйнап күмәр сөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп, кара җирне сука белән йөртеп йөргәннәрем. Бу дөньяда, бәлки, күп эшләр күрәм. Билгесездер кая ташлар бу тәкъдирем. Кая барсам, кая торсам, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. Кырга кырдан, юрган ябылган, җир язга чаклы, уйкуга талган. Ултырмас, йоклар, кышлар үтмичә, кыйбладан кышлар кайтып җитмичә. Язның айлары, апрель, майлары, бик матур сызлып аткан таңнары. Урман шаулавы, кошлар сайравы, күкләр күкрәве, яңгыр аннары. Кыйну көн саен кояш нурында, аннан соң тагын төшкәнчек төндә. Бу хәлләр җиргә барчасы бергә, калган тик инде төштә күрергә. Җир йоклый тыныч, күреп тәмле төш. Уяныр әле, тукта, үтсен кыш. Ишеттем мин кичә, берәү җырлый. Чын безнеңчә матур, милли көй. Башка килә уйлар төрле-төрле. Әллә нинди зарлы, моңлы көй. Эзлеп кенә әйтеп бирә. Татар күңле ниләр сизгәнен. Мискин булып торган 300 елда. Тәкъдир безнең ишек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән. Милли хисләр белән якынланып, сызлып чыга күңеленнән. Хәйран булып җырны тыңлап тордым, ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдымда күргән төсле булдым, Болгар һәм Агыйдел буйларын. Түзәлмәдем, бардым җырлаучыга, дидем: "Кардәш, бу көй, нинди көй?" Җавабында милләтешем миңа: "Бу көй була", диде, Әллүки. Творчество Тукая – воплощение родного слова, яркий пример гармоничного сочетания национальной самобытности и братского единения с другими народами нашего Отечества, почитание традиций и стремление к новым достижениям в духе времени. Для татар всего мира живая, образная поэзия всегда была и остается незыблемым нравственным ориентиром, эталоном чистоты и выразительности родного языка, одним из фундаментальных начал, на которых основывается наша национальная идентичность. Хөрмәтле дуслар, 26 апрель көнне бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның туган көне. Ростов өлкәсенең Якташлар татар-башкорт мәдәни үзәге иҗтимагый оешмасы каршындагы Ак Калфак клубы татар хатын-кызлары Габдулла Тукайның туган авыл шигырен тәкъдим итәләр. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер чишмә бар, якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямен, суы тәмен белән. Шуңар күрә сөям, җаным, тәнем белән. Худай шунда җан биргән, мин шунда туган. Шунда әввәл Коръән аятын укыган. Шунда белдем Расулimiz Мөхәммәдне. Ничек михнәт, җәфа күргән, ничек торган. Истән чыкмый монда минем күргәннәрем. Шатлык белән уйнап күмәр сөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп, кара җирне
сука белән йыртып йөргәннәрем. Бу дөньяда, бәлки, күп эшләр күрем. Билгесездер, кая ташлар бу тәкъдирем. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, Хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. В татарском культурном центре Ростовской области, город Ростов-на-Дону, переулок Обский, 122/1, провели мероприятие в поддержку родного татарского языка. Для сохранения единства нации и вовлечения в духовное общение людей татарской национальности. Состоялся открытый урок татарского языка, в ходе которого ребята работали в парах, тройках, отвечали на вопросы учителя, друг друга, строили диалоги по заданной теме. Также в ходе урока активно применялись обучающие игры, загадки, чтение стихов на татарском языке и телемост с литературным музеем Габдуллы Тукая. Особый акцент в телемосте был сделан на работу с детьми и на возможность использования новых форм взаимодействия, в первую очередь телекоммуникационных. Заочно учащиеся знакомы друг с другом, так как культурная команда Татарстана активно принимала участие в литературно-художественном конкурсе «Наследники Джалиля». А телемост помог укрепить связи между учащимися Ростовской области и Татарстана, создавая открытое онлайн-пространство для популяризации богатых культурных, духовных и языковых традиций татарского народа. Ученики курсов татарского языка Ростовской области рассказали стихотворения Габдуллы Тукая и других поэтов на татарском языке. Ученики школы юного музейщика, активисты проекта «Культурный дневник школьника Татарстана» исполнили песню, провели интереснейшую онлайн-экскурсию по музею Габдуллы Тукая. Здание музея Габдуллы Тукая является архитектурным памятником конца XIX – начала XX века. Он был построен купцом первой гильдии нашего города Ибрагимом Апаковым для своей дочери Биби Марьям Бану. Она вышла замуж за сына борца за свободу Дагестана Шамиля Мухаммед Шафи. На корзине вы можете видеть полотенце для рук поэта. Оно совсем простенькое, без вышивок, без узоров, но оно сохранило тепло рук Габдуллы Тукая, поэтому оно нам так дорого. Раздел экспозиции «Что я помню о себе» повествует о суровом, но интересном детстве будущего поэта. Габдулла Тукай родился 26 апреля 1886 года в деревне Кашлауч в семье указного муллы Мухаммед Гарифа. В числе уникальных экспонатов метрическая справка о его рождении, написанная рукой отца поэта. Детская игровая площадка нашего музея – это интерактивная зона для занятий с детьми. Здесь можно познакомиться с миром детства великого поэта Габдуллы Тукая, с предметами быта татарской деревни, детскими игрушками, атрибутами народных праздников. Все вместе спели онлайн песни. Такой формат взаимодействия увеличивает интерес молодежи к богатым культурным, литературным и языковым традициям татарского народа с использованием телекоммуникационных форм взаимодействия и создает предпосылки для формирования единого культурно-просветительского пространства.